Мать-одиночку посадили в тюрьму, а ребенок остался без опекуна. Родители употребляют наркотики и не занимаются своими детьми. Ребенок пережил насилие со стороны близкого родственника и не может оставаться в семье. Как в таких случаях можно помочь ребенку? О необходимости создания кризисного центра для детей профильные ведомства говорят уже много лет, но его до сих пор нет. Почему, разбиралась Надежда Боровикова. В офисе детского омбудсмена тоже регулярно сталкиваются со случаями, когда ребенка необходимо где-то содержать на период оформления документов или пока длится суд по лишению родительских прав. Один из наших последних случаев, который у нас очень остро сейчас стоит, и мы его держим на особом контроле. Мать несовершеннолетнего ребенка находится в местах заключения, получается. И, к сожалению, складывается вокруг мальчика такая ситуация, что он не является гражданином нашей страны, и он по сути ему негде некуда его, скажем так, поместить, некому за ним смотреть. Всем известны случаи, когда девочка малолетняя была оставлена в больнице, то есть получается абсолютно без какого-либо надзора. Это очень был острый случай. Это малолетняя гражданка нашей страны. Как раз такой кризисный центр, он был бы идеальным вариантом поместить этого ребенка на время всех бюрократических моментов, оформления всех бумаг, и он бы там за ним был бы должный уход. Из-за того, что кризисного центра для детей нет, а оставить ребенка на улице немыслимо, доходит до абсурда. Например, ребенок, чью маму посадили, живет у судьи, которая вынесла решение. Или сотрудник опеки не смог найти временное пристанище и забрал ребенка к себе домой. Завершая работу в рамках 6-го созыва парламента, депутат Алхаз Джинджолия пролоббировал выделение 5 миллионов рублей из Фонда социального страхования на создание кризисного центра. Эти деньги не были освоены по назначению и не перешли в бюджет следующего года. Да, получается, у нас как раз была осенью того года встреча, в рамках которой как раз бывший депутат Алхаз Джинджолия, он рассказал об этом, и уходя, он нам дал направление, как дальше вообще работать в открытии кризисного центра. Но вплотную просто никто не занимался лоббированием этого вопроса, ведь это не только средства денежные, это и нужно обосновать, это должна быть нормативно-правовая база не только данного кризисного центра, она не должна противоречить нашему действующему законодательству, то есть все детали должны быть проработаны. Да, эти 5 миллионов были выделены, но так как не было ничего подготовлено, никакой документации, вплотную никто этим не занимался, получается, они не были использованы по целевому назначению. Весной 2022 года Служба социальной поддержки детей и семей совместно с уполномоченным по правам ребенка создала рабочую группу по подготовке обоснования, устава, нормативных актов и формированию сметы на создание и содержание кризисного центра для детей. Государственного помещения для центра не нашлось, поэтому рассматривали вариант покупки частного дома. Содержание в год обошлось бы в 8 миллионов рублей, покупка и оснащение дома около 12 миллионов. Обращались к премьер-министру, несколько раз встречались с депутатами. На этот год эта тема приостановлена, так как сейчас вопросы оборонной безопасности, они на первом месте. И большинство средств республиканского бюджета, как и было нам сказано в парламенте, они направлены на это. То есть, к сожалению, финансировать такой проект в этом году точно не удастся. Если в 2020 и 2021 году основные финансы шли на борьбу с ковидом, то сейчас на первом месте оборона. Оно и понятно, положение в мире нестабильное. Остается надеяться, что в следующем году не появятся еще более важные непредвиденные расходы, и кризисный центр для детей будет создан.